Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Решение социальных вопросов всегда в центре внимания политики государства и правительства, ибо сферы науки, образования и здравоохранения считаются основными направлениями социально-экономического развития страны. Согласно распоряжению президента Республики Таджикистан, с целью реализации 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования на 2020-2040 годы и для развития технического мышления, расширения научного мировоззрения, привлечения еще большего числа обучающихся, студентов и других слоев общества к изучению естественных, точных и математических наук, а также выявления новых талантов в этом направлении, ежегодно будет проводиться республиканский конкурс «Илм Фуруги Марифат». За 2020 год в стране были построены и сданы в эксплуатацию 157 средних общеобразовательных, начальных, средних профессиональных и дополнительных классов на 63 тысячи посадочных мест. В целом с 1991 года до сегодняшнего дня в стране созданы и сданы в эксплуатацию 3020 объектов сферы образования на 1 миллион 300 тысяч учащихся. Для повышения и улучшения уровня и качества обучения на всех звеньях образования мы должны создавать все необходимые условия и в этом процессе повышать ответственность родителей, общественности и учителей, отметил лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании к Маджлиси Оли. В этом направлении на переднем крае находятся учреждения нового типа периода независимости, президентские школы, лицеи и гимназии. И ежегодно более 97% выпускников этих учреждений становятся студентами высших образовательных учреждений в стране и за рубежом. С целью повышения и улучшения качества обучения Министерству образования и науки необходимо широко внедрять инициативы и опыт этих школ во всех образовательных учреждениях страны. Для большего улучшения качества обучения в прошлогоднем послании президента к Маджлиси Оли период с 2020 по 2040 годы был объявлен годами изучения и развития математических, точных и естественных наук в сфере науки и образования. И для реализации этой инициативы правительством страны был принят план мероприятий на 2020-2025 годы. Министерством финансов, образования и науки, Национальной академией наук, Министерством и комитетом, в структурах которых имеются образовательные учреждения, было поручено совместно с руководителями областей, городов и районов принять оперативные меры для недопущения поверхностного отношения в реализации упомянутого постановления и оснащения математических точных кабинетов и кабинетов естественных наук, и о результатах проделанных работ предоставить отчет правительству страны. Наряду с этим, с целью привлечения большего числа подростков и молодежи, ученых, исследователей, наставников и преподавателей к изучению и развитию математических, точных и естественных наук, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании к Маджлиси Оли отметил необходимым ежегодное проведение республиканского конкурса под названием «Наука. Светоч просвещения». Радует, что руководство страны непосредственно придает особое внимание развитию точных наук. Поэтому нам это дает новое вдохновение, чтобы творить пути к изучению и развитию науки в нашей любимой стране. Республиканский конкурс «Илм Фуруги Марифат» будет проводиться ежегодно по 7 номинациям. И это будет способствовать привлечению молодежи к изучению точных наук. И таким образом повышать интеллектуальные знания нашего населения в области точных наук. Данный конкурс будет проводиться по 7 номинациям. Это физика и астрономия, химия, география, биология, математика, информационные технологии и изобретательство и новаторство. Конкурс будет проводиться в 4 этапах по регионам, потом городам и областях, а потом городской, а потом республиканского уровня. Данный конкурс будет способствовать развитию и агитации среди молодежи и подростков изучения точных наук.
Сегодня в столице страны по инициативе исполнительного органа государственной власти Душанбе в рамках плана культурных мероприятий на 2019-2021 годы состоялся городской этап республиканского фестиваля Чакумай-Гесу. Яркое театрализованное представление в честь женской красоты и уникальности национальных традиций и обрядов не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Девушки из всех 4 районов столицы посредством высокой культуры, таджикского песенного и танцевального искусства, национальной одежды и украшений и всей культурно-развлекательной программой передают красоту и уникальность таджикских женщин и национальных традиций. Фестиваль-конкурс Чакумай-Гесу проводится с целью повышения статуса и достоинства таджикской женщины, возрождения и укоренения национального стиля одежды для женщин, что способствовало дальнейшему развитию национальной культуры таджиков, а также пропаганда эталонов классической таджикской красоты. Это наличие у наших девушек длинных и ухоженных волос. Фестиваль-конкурс Чакумай-Гесу проводится в стране уже в течение нескольких лет и пользуется огромной популярностью у народа не только как одно из самых удачных культурно-развлекательных массовых представлений, но и как источник новых идей для дизайнеров в создании коллекции современной национальной одежды. Таджикская нация, имея древние традиции и богатую культуру, внесла достойный вклад в мировую цивилизацию. Такие добрые традиции и национальные праздники, как Навруз, Мехргон и Сада, на протяжении истории служили утверждению созидательных духовно-нравственных ценностей. Из этих праздников, несомненно, Навруз самый ожидаемый и любимый. Навруз зародился более 3000 лет назад, и возник этот праздник не на ровном месте, а исключительно по велению самой природы. Именно 21 марта, в день, когда равны день и ночь, наступает новый солнечный цикл, новый астрономический год, а следовательно закон обновления вновь вступает в свою силу. Сегодня Навруз – праздник государственного значения и одна из главных таджикских национальных традиций. И как тысячелетия назад он полон древнейших самобытных ритуалов и красочных обрядов. Навруз в Таджикистане крепко связан с новыми надеждами и ожиданиями, поэтому в этот день принято прощать даже злейшим своим врагам, не ссориться, помогать слабым и нуждающимся. Все это приманит удачу в дом, верят люди. Еще одной доброй приметой считается угощать. В этот день хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, готовят нишалу, курутоп, шакару, пекут самбусу и манты, в котлах дымится ароматный плов и, конечно же, главное блюдо в Навруз – суманак. В праздничные дни проходят народные гуляния, устраиваются традиционные состязания, а также выставки и ярмарки. Навруз является главной и самой красивой традицией таджикского народа. Этот общенациональный праздник сохранился до наших дней в чистом виде. В течение 2 недель, начиная с 21 марта, во всех городах и районах Таджикистана проходят праздничные мероприятия, готовятся особые блюда. Люди ходят друг к другу в гости с семьями, участвуют в общенациональных ритуалах и устраивают уличные представления. Навруз приносит нашему народу не только радость и веселье, а является временем созидания и облагораживания, способствует благоустройству каждой семьи, населенного пункта, города, района, в целом благоустройства нашего края. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу, о развитии событий в стране и в мире на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.